Геноцид и преступления против человечности в отношении китайских уйгуров были в центре внимания западных демократических стран и различных правозащитных организаций. Нынешнее положение уйгурских женщин, наиболее пострадавших от жестокого обращения с уйгурами, также становится одной из важных проблем международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций. 15 марта в рамках программы «Спасите уйгуров» Организация «Справедливость для всех» провела вебинар на тему «Глобальный вызов. Права уйгурской женщины и технологии наблюдения». На встрече, организованной комиссией Организации Объединенных Наций по положению женщин, свидетели лагерей Зумрад Давуд Турсунай, Зия Вудун и Михригул Турсун, проживающие в США, предъявили факты, касающиеся системы мониторинга китайского правительства в концентрационных лагерях. 15 марта официальные лица уйгурского движения, Уйгурского научно-исследовательского института и инициативы Ильхама Тохти провели переговоры в Чехии, призывая политиков предпринять конкретные шаги против геноцида и принудительного труда уйгуров. Уйгурские активисты провели встречи с важными политическими деятелями Чехии, в частности, с Иржи Аберфальцером, вице-президентом Сената Чехии, и Ольгой Рихтеровой, вице-президентом Ассамблеи Чехии. В ходе переговоров обсуждались способы противодействия продолжающемуся геноциду в Восточном Туркестане и привлечения коммунистической партии Китая к ответственности. Уйгурские активисты призвали политиков принять меры для пропавших без вести уйгурских турок и предпринять конкретные шаги. В среду 15 марта американские власти арестовали Го Вэнги, китайского бизнесмена и предполагаемого активиста в изгнании по обвинению в мошенничестве и растрате. Министерство юстиции США заявило, что Го Вэнги обманул тысячи своих клиентов на сумму более $1 миллиарда, пообещав высокую отдачу от своих инвестиций. Сам Го жил роскошной жизнью на деньги, которые он заимствовал у других. Согласно сообщениям СМИ, 52-летнему Го Вэнги было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами по 11 пунктам, включая мошенничество с акциями, мошенничество с электронными денежными переводами и сокрытие отмывания денег. При этом Министерство юстиции конфисковало $634 миллиона и некоторые активы на банковских счетах Го. Администрация Байдена полностью запретит TikTok в США, если китайские владельцы гиганта не избавятся от своих акций. Иск, о котором впервые сообщил Wall Street Journal, станет самым большим шагом против приложения для социальных сетей, которое, если оно будет реализовано, вызовет разногласия между официальными лицами и членами Конгресса США. В заявлении для Reuters после этой новости представитель TikTok Брук Обервиттер заявила, что Комитет по иностранным инвестициям Министерства финансов США связался с ними и сообщил, что они хотят, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои акции, иначе платформа будет запрещена. Внеочередной саммит Организации турецких государств начался под председательством президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. В саммите, проходящем в президентском комплексе на тему управления в чрезвычайных ситуациях и оказания гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Капаров, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиев, президент Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар, представляющий страны-наблюдатели, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Народного маслахата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.